Звенит звонок в последний раз. Сегодня во всех школах республики прошли праздничные линейки. Мы надеемся, уверены, что этот проект будет рабочим, и в ближайшее время мы уже будем присутствовать на закладке уже камня в начале строительства проекта. Многомиллионные контракты и соглашения о сотрудничестве. Ингушетия принимает участие в Петербургском экономическом форуме. Изъявили желание приехать, познакомиться со своими коллегами здесь, в вашем департаменте, действительно обменяться опытом, проговорить ряд проектов, над которыми мы сейчас работаем. Более тесное взаимодействие. Ингушская делегация нанесла дружеский визит коллегам из Миннаца Чеченской Республики. После окончания службы хочу устроиться на работу или остаться контрактником. Они будут служить Отечеству. Очередная группа призывников из Ингушетии отправилась в армию. Будут уже установлены причины, по какой причине данный водитель управлял транспортным средством и по какой причине ему было передано транспортное средство. Осторожно, несовершеннолетний за рулем. В Малгобеке произошел наезд на пешеходов, пострадавшие доставлены в больницу с травмами. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Свой первый шаг во взрослую жизнь сегодня сделали сотни тысяч выпускников по всей стране. Для них прозвенел традиционный последний звонок. Со школьной скамьей попрощались и более 2000 ингушских выпускников. Последний звонок как символ того, что учеба в школе уже закончилась, а выпускные экзамены еще впереди. Он подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. С настоящим размахом отметили этот день и в гимназии Марем. Репортаж Зелимхана Калоева. Более 60 выпускников 11 классов стоят на пороге взрослой жизни. Сбитая фраза, которая всегда звучит на торжественной линейке, самая правдивая. После того, как отзвенит последний звонок, каждый свой шаг они будут делать самостоятельно. Хотя, оказалось, еще вчера эти парни и девушки были на месте этих первоклассников. Слезы, улыбки, добрые слова, напутствия звучат отовсюду. В каждой школе республики с детством прощаются по-своему. Вот и выпускники гимназии Марем со всей ответственностью подошли к одному из главных событий своей жизни. Ленты, пиджаки, галстуки, воздушные шары – неизменные атрибуты этого доброго праздника у всех. Но в гимназии существует и своя особая традиция поднятия флага учреждения одной из лучших выпускниц. И ею стала Фатима Абадиева, как отличница и уже бывший президент гимназии, которая, как и ее сверстники, вспоминает самый первый школьный звонок. Отчетливо помню этот первый день. Я помню, с кем я сидела, помню, какие чувства у меня тогда были. Я очень сильно волновалась, стеснялась сильно вообще. Вот, и на самом деле, вот кажется, что это было совсем недавно, а пролетело уже 11 лет. Время летит очень быстро. Во время учебы всем этим ребятам казалось, что уроки слишком длинные, перемены короткие, 11 класс и вовсе где-то за горизонтом. И вдруг осталось всего лишь ничего, когда этот двор они покинут навсегда. А глядя на слезы и волнения выпускников, их младшие товарищи понимают, время лучше не торопить. Смотря на наших выпускников, на наших гимназистов, приятно видеть их такими счастливыми, такими, но все также чувствуются слезы на их глазах, глаза на мокром месте, потому что как-никак очень трудно расставаться с местом, к которому ты привык. Школа для них стала это вторым домом. И по мне, я хочу продлить все эти годы и насладиться этими годами, которые у меня остались в этой школе. А выпускники наслаждаются оставшимися часами в этих стенах, поскольку совсем скоро для многих из них начнутся настоящие испытания на знания. Но вряд ли это кого-то из них пугает, поскольку гимназия в этом году выпускает 10 золотых медалистов. Первый свой экзамен по географии и информатике ребята начнут сдавать 28 мая. Все наши дети допущены решением педсовета до итоговой аттестации. 28 числа первый экзамен, вы знаете. И я надеюсь, что все наши дети сдадут. Вот. Почему-то мы уверены, что они сдадут все, пройдут этот порог. А так хочется пожелать всем выпускникам
чтобы знания, полученные в наших школах, в частности, в нашей гимназии, пригодились нашим выпускникам в дальнейшей жизни, при поступлении и вообще в жизни. И вообще самое главное, я нашим детям сказала, это быть хорошим человеком. А кем они станут, это не столь важно. Все-таки быть человеком – это самое главное, и дети это знают. Но все это будет потом, а сейчас праздничное настроение ничто не может испортить, ведь даже погода на их стороне. Этого дня Марина Агасиева ждала долгие, но замечательные 11 лет. Если же многие ее сверстники хотят стать экономистами или же юристами, то девушка решила связать свою жизнь с телевидением. И без 5 минут у нашей коллеги грандиозные планы на будущее. Я выбрала продюсерство, планирую в дальнейшем работать в этой отрасли, потому что меня очень много связывает с телевидением, и мне очень нравится это все. Оканчивать школу, безусловно, очень грустно и тяжело, потому что это больший отрезок нашей жизни прошел уже. Но будем стремиться открывать новые горизонты. Открыть новые горизонты для себя решила еще с 1 класса и Аза Шадиева, которая взяла курс на золотую медаль. И это свершилось. Цель у девушки одна – поступить в хороший престижный вуз и стать первоклассным специалистом своего дела. Но все планы раскрывать не спешит, боится, вдруг сглазит. А добиться таких высоких результатов было не так просто. Мне приходилось постоянно заниматься дополнительно, оставаться после уроков. Это было нелегко, одним словом. Но все возможно. Просто нужно немножко приложить усилий и желания. Все. Остальное все возможно. Ну а ребята отдают предпочтение спасению жизни людей. Именно по этой причине они намерены поступать на самый старейший и необходимый медицинский факультет. Я собирался поступать на медицинский, скорее всего, в Москву. В какой вуз, пока еще не определился. Посмотрим по баллам. Ну, более-менее готов. Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем. И, сказать, говоря о сегодняшнем дне, просто незабываемый день. Просто незабываемый и замечательный день. Медицинский университет города Ульяновск. У нас хирургический факультет. Ну и грустно, и приятно, потому что не придется больше опаздывать на уроки. Послушивать, как ругают учителя. Любовь Мальсагова классным руководителем одного из выпускных классов является хоть и не так давно, но за это короткое время успела полюбить этих ребят как родных детей. Класс у нас очень хороший, ребята дружные, активные, принимали участие во всех мероприятиях, исполняли, были исполнителями. Чудесные мальчики, девочки. Самое главное, что они адекватные, понимают жизнь и понимают, что они вступают в новую взрослую жизнь. Благодарные слова звучат и для самых первых классных руководителей. Нас встретил теплый ваш взгляд, и смело, и настойчиво повел он за собой. Пускай дни, пускай годы многие пройдут, но не пропал напрасно ваш труд. Поздравляют ребят и самые маленькие. Глядя на них, они невольно переносятся в свой самый первый класс и вспоминают себя на их месте. Хоть и для детей это немыслимо. Верю я! Посудите сами, как вырасти так смогли! Мы пришли, чтобы поздравить выпускников, правильно, веселых выпускников, славных выпускников, добрых выпускников. А родители не меньше своих детей переживают и как никто искренне радуются за успехи своих чад. Честно говоря, я сильное волнение чувствую сегодня действительно наши дети вступают в новую жизнь, они много чего увидят в этой жизни еще. Школьная пора, конечно же, останется позади, и я им желаю, чтобы знания, которые они получили в этой школе, стали добрым напутствием на новом пути у них, чтобы каждый из них нашел свою дорогу в этой жизни, чтобы из них получились доблестные, хорошие люди, чтобы из них получились. И чтобы мы, наша республика, мы, родители, их наставники, чтобы мы ими могли гордиться всю жизнь. Хочу поблагодарить их учителей за их терпение, за их труд, за их понимание. Ну и наших детей, конечно. Пусть им светит солнце, пусть они достигнут всего хорошего, чего только пожелаю. Вот и настало время того самого последнего звонка. Это особенная миссия, как правило, достается лучшим выпускникам.
и как же без прощального танца? Однако вместо вальса ребята исполняют коллективную лезгинку и вместе с загаданными желаниями выпускают из рук воздушные шары. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. В лицее номер 1 города Сунжа сегодня также прозвучал последний звонок. Здесь учатся почти 500 учеников. Все они со школы прощаются всего на 3 летних месяца. Дело в том, что в лицее в этом году нет выпускников. Самые старшие дети, что здесь учатся, переходят лишь в 10 класс. Чтобы окончить школу, им еще предстоит учиться 2 года. Подробности в репортаже Залины Магушковой. Для этих ребят последний звонок звучит лишь как объявление перемены до следующего учебного года. Ведь в лицее учатся дети младшего и среднего звена. Так получилось, что новое учебное учреждение открылось всего 2 года назад. И на тот момент было принято решение не набирать выпускные классы, чтобы они доучились в привычных условиях своих родных школ. Первых выпускников здесь будут провожать лишь через 2 года. Однако первоклассники уже спешат занять места будущих 11-классников. Представляю, вот этот дядя будет таким же, как и я. Завтра он парты пересядет. Парта будет моя. В школе обучаются около 500 учеников, из них в 9 классе всего 12 ребят. По результатам учебного года все они допущены к предстоящим экзаменам. Об этом решении педсовета сообщили прямо на торжественном мероприятии, зачитав, так сказать, приказ во взрослую жизнь. Приказ номер 35 о допуске государственной итоговой аттестации выпускников основной общей школы на основании решения педагогического совета протокол номер 23 от 21 мая 2018 года и порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования допустить государственной итоговой аттестации за курс основной школы учащихся 9 класса, освоившим образовательные программы основного общего образования. Можно считать, что для 9-классников сейчас настал самый ответственный момент, ведь предстоит выбор профессии, университета, места обучения, ну и прежде всего подготовка к единым государственным экзаменам. На этом этапе дети из беззаботного детства постепенно переходят во взрослую жизнь. Именно сейчас им нужны мудрые наставления и пожелания взрослых. Через всю жизнь должны пронести благодарность этим педагогам и вашим родителям, которые помогали вам взрослеть, заботились, вкладывали свои силы, передавали вам опыт и знания, учили вас побеждать. Желаю вам найти свой собственный путь, собственное дело, которое будет приносить радость прежде всего вам самим, пользу окружающим и нашей родной душе. Ева Евлоева, в отличие от своих сверстников, точно знает, в какой сфере проявит себя. Девочка планирует стать врачом. К своей цели ученица будет стремиться поэтапно. Сейчас для нее важнее преодолеть все экзамены государственной итоговой аттестации, получить аттестат, а дальше после небольшого отдыха усиленно заниматься химией и биологией, предметами, в первую очередь, необходимыми для поступления на медицинский. Каждый год мы набираемся больше опыта. Каждый класс дает нам что-то новое. И мне кажется, конечно, каждый год мы лучше учимся, потому что, как я уже говорила, что каждый класс, каждый год мы набираемся больше знания и больше опыта. Не мудрено, что дети с каждым годом получают все больше навыков, ведь здесь созданы все условия для организации полноценного учебного процесса. Все это непременно пригодится им в студенческие годы. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24. Праздничное выпускное настроение сегодня царило и в 6-й школе Насыркорта. Выпускники в последний раз вместе выстроились на торжественную линейку. Фотографировались, пытались запомнить каждый момент. Рассказывали о самых запоминающихся днях, проведенных в стенах родной школы. Зарема Евлоева расскажет. Школа в Насыркорте радует глаз жителей. Большая, яркая и просторная. Ее открыли всего год назад, поэтому этот выпускной можно считать для учебного заведения историческим. Первые выпускники выстроились в ряд. Правда, 11 классов здесь пока нет. В большое плавание отпускают только желающих из 9 классов.
Мне очень понравился этот год, потому что он получился незабываемый. Впечатлений много, эмоций много. И сейчас как-то прощаться со своими некоторыми одноклассниками мне очень грустно, потому что мы все очень сдружились. И я надеюсь, что эта связь не пропадет, и мы будем общаться дальше, и это будет до конца наших дней. Ребятам приходится покидать стены новой школы, едва успев познакомиться со всеми ее возможностями. Благодаря открытию этого объекта в 2017-м в Назране разгрузили сразу несколько учебных заведений. Среди них 3-я, 5-я, 10-я, 11-я и 17-я школы. Одновременно решился вопрос и с двухсменкой. Учащихся набирали, учитывая место проживания, чтобы детям было удобно добираться до школы. Коллектив за этот год сплотился в одно целое, в дружную семью. Нас сплотила не работа, а одна единая цель – сделать нашу школу одной из лучших школ в нашей республике. В этом году у нас очень много детей участвовало в олимпиадах, в школьных, в муниципальном этапе, в региональном этапе. Были у нас призовые места, были победители. Секции дополнительного образования занимают большую часть времени учеников. Девочки здесь учатся шить и кроить, мальчики – строить, собирать и ремонтировать. Кабинеты оснащены специальным оборудованием, позволяющим воплотить в реальность мечту, развить в ребенке все его способности. Прощаться с такой школой тяжело не только выпускникам. В этой замечательной школе в этом году заканчивает 1 класс мой сын Имагожин Мухаммед. В школе очень много различных секций, много кружков. Мой сын ходит на хореографию, на познавательный кружок. Это в начальных классах. Есть бисероплетение, есть спортивные секции, кружки. Я очень жалею, что мой сын уходит из этой школы, так как школа была рядом, что учителя, что директор этой школы дали многое моему сыну. И благодаря им мой сын учился здесь на 1 четверке и 5. Сколько за 9 лет было прожито и прочитано. Школьная жизнь пролетает перед глазами выпускников. А ведь когда-то 40 минут урока оказались им невыносимо долгими. Теперь уже и портфель не кажется таким тяжелым, а уроки географии или химии не такими скучными. Старшеклассники сегодня передают эстафету малышам, которые выпустятся через много лет. Я поздравляю всех выпускников последним звонком. Я приготовила вам белый ангел-танец. Этот последний звонок стал самым необычным в республике, потому что здесь каждое слово пропитано итогами года. Учителя наградили лучших учеников, победителей различных олимпиад и конкурсов. Отдельное внимание заслужили подрастающие спортсмены. Награждается Кадзоев Бекхан, чемпион России, кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам ММА. Последний звонок прозвенел, шары запущены в небо, а впереди экзамены и долгая дорога. Впрочем, об испытаниях и большом плавании во взрослую жизнь ребята в такой день думать не хотят. Сегодня у них праздник. Мы вас всех отпускаем, ребята, туда, где исполняются ваши мечты. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Со школьными заботами, родными стенами и учителями прощались сегодня и выпускники Центра дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Аттестат после сдачи экзаменов здесь должен получить 21 выпускник. Обучается в учреждении много талантливых детей. В центре с ними работают психологи, логопеды, открыты курсы дополнительных занятий. Как отмечают преподаватели, эти дети больше остальных способны к развитию и обучению. Они активно принимают участие в различных мероприятиях. На каждом мероприятии наши дети сами ведущие, сами вживую играют. То есть сегодня в нашем центре воспитываются артисты. Артисты и будущие специалисты, за которых можно с гордостью сказать, это выпускники Республиканского центра дистанционного обучения. Очень грустно покидать школу, но на этом жизнь не заканчивается. Будем навещать своих учителей, директора и делать все возможное, чтобы и дальше помогать центру. В
жизни каждого школьника последний звонок играет огромную роль. Именно он становится проводником во взрослую осмысленную жизнь. Поэтому важно провести этот день, чтобы память о нем сохранилась на всю жизнь. В 4-й Икажевской школе учителя провожали в новый путь 2 9 и 11 классы. Слезы радости и грусти в материале нашего корреспондента. Кружевные фартуки, бантики и наглаженные школьные формы. Эти мальчишки и девчонки будто повернули время вспять и вновь оказались на линейке 1 сентября. Но только маленький колокольчик на груди и лента с надписью «Выпускник» – доказательство иного. Это взрослые и самостоятельные юноши и девушки, у которых впереди новые высоты. Выпускница Хава Хамчиева сегодня испытывает смешанные чувства. Оглядываясь назад, она не может поверить, что прошло уже 11 лет, и она вместе со своими одноклассниками покидает родные и такие любимые школьные стены. Действительно, мне очень трудно вступать во взрослую жизнь, прощаться с школой, с этим местом, которое стало для меня родным, со своими одноклассниками, учителями, с классным руководителем, который стал для меня второй мамой. Впереди взрослая жизнь, экзамены, поступления. Я надеюсь, что мы все сможем успешно сдать экзамены и поступить в престижные вузы. В этом году 4-я школа выпускает 1 11 и 2 9 класса. Для них больше никогда не прозвенит последний звонок. Позади остались уроки, тетрадки и детские шалости. Впереди новая ответственная жизнь. Ну а пока торжественная линейка и последний звонок. Стихи, песни, представления – все о школьных годах. И, конечно же, слова благодарности учителям, которые стали для них вторыми родителями. Хочу поблагодарить всех своих предметников, директора школы. Со временем только осознаешь, как трудно им было с нами. Впереди новое будущее, экзамены. Пусть все выпускники 2018 и вообще все выпускники хорошо сдадут экзамены. Я сегодня не до конца осознаю, что это последний день школы, так как у нас впереди экзамен и придется приходить в школу. А так, я думаю, через недельки-две я начну осознавать и грустить по этим временам. Впрочем, поздравляют сегодня и самые маленькие. Первоклашки провожают их во взрослую жизнь. Читают стихи, поют песни и даже успели подготовить для них подарки. Эта школа введена в эксплуатацию 2 года назад. Не успели ребята привыкнуть к новой атмосфере, каким приходится ее покидать. Сегодня даже у строгого директора дрожит голос. За 11 лет эти ребята стали им родными. Мы сегодня выпускаем 2-й выпуск. Нам только 2 года. Несмотря на этот наш праздник необыкновенный, он приносит с собой и радость, и грусть. Радостно почему? Потому что мы выпускаем новое, умное, надежное поколение. А грустно потому, что наши ученики, наши мудрые, умные ученики покидают свою родную школу. Но несмотря на это, я им желаю счастья, добра, здоровья. Но отдыхать у ребят времени нет. Впереди экзамены, поступления, новые знания и большой путь. Я желаю не только своему классу, но и всем классам, 11 классам Ингушетии, России сдать ЕГЭ, поступить туда, куда они действительно хотят, и стать гордостью нашей Ингушетии. Школьная пора, и действительно, она без заботы. Через года, оглядываясь назад, выпускники будут вспоминать это время, приходить в родную школу. Но она уже будет заполнена новыми учениками. Зарема Ивлоева, Лариса Оздоева, Новости 24. Слова поздравления и пожелания на счастливую взрослую жизнь были слышны сегодня и в школе-интернат города Назрань. Выпускники, которые встретили этот день торжественно. На линейке по случаю последнего звонка присутствовали и родители выпускников. Жаридат Халухоева продолжит. Вот он, самый волнительный момент. Школьный двор полон родителей, учителя замерли в ожидании. Выпускники дружным маршем в последний раз идут на школьную линейку. Они готовились к этому празднику долго и тщательно. Мальчики и девочки в черно-белой выглаженной форме, которая им уже вряд ли пригодится. Их переполняют эмоции. В этот важный для них день прощания со школы – это еще и прощание с домом. Ведь большую часть времени они проводили именно здесь. Они не просто друзья, а родные люди. Самые теплые воспоминания, думаю, только о школе, потому что все свободное и даже не свободное время мы проводим в школе. Все учителя по-своему были очень хороши.
спасибо. Вместе учились, и, конечно, трудно с ними расставаться. Этот день волнителен не только для выпускников, но и для родителей. Они пытаются все запечатлеть, чтобы много лет спустя, пересматривая записи, вспомнить этот выпускной. Даже и заплакала, когда они выступали. И раздолж беркати хайл пожвездел, сейчас добахачи, сейчас лилочи. Еще хотела поблагодарить учителей, которые обучали их. Очень хорошие учителя здесь. Коллектив мне очень нравится. У меня в прошлом году еще выпускник был отсюда. Сейчас второй выпускник, третий еще на подходе. Они мечтают о будущем, но почти весь день вспоминают прошлое, в самых юных учениках узнавая себя 9 лет назад. А те, в свою очередь, провожают выпускников своим озорным танцем. 13 юношей и девушек. Они до последнего отказываются верить в то, что именно здесь их пути разойдутся. И за считанные минуты до момента, когда прозвенит их последний школьный звонок, они благодарят своих преподавателей, которые на протяжении 9 лет усердно готовили их к взрослой жизни. Вы заменяли нам нашего отца, мать. С вашей помощью мы смогли стать немного сильнее и мудрее. Спасибо за то, что никогда особо не жаловались на нас, нашим родителям, а наоборот помогали понять, в чем именно мы правы или не правы. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в наших душах навсегда поселилась тяга к добру и ответственности. Спасибо вам еще раз от всего сердца и желаем вам здоровья, счастья и терпения в дальнейших начинаниях. Мы вас учили, мы занимались с вами, мы были послушными. Надеюсь, на итоговой аттестации вы нас не подведете, сдадите удачно и поступите в соответствующее образовательное учреждение. Мы гордимся своими выпускниками. Здесь было все. Радость от первой пятерки, обида от незаслуженной двойки, первые друзья и первые прогулы, первые спортивные достижения, синяки после драки. А возможно, у кого-то первая любовь. И сегодня для них звучит этот последний звонок. Со звонком колокольчика в небо взлетают воздушные шары. Выпускники спешат подписать праздничные ленты словами пожеланий и напутствий. Уже через пару дней они вновь сядут за школьную скамью. Ребят ждет непростое испытание – выпускные экзамены. А дальше – дорога во взрослую жизнь. Жаредат Холхоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Ростовская ингушская община заключила соглашение со второй школой села Ангушт пригородного района, согласно которому ингуши, проживающие в Ростове-на-Дону, будут всячески помогать и поддерживать школу, обеспечивать инвентарем и другими необходимыми принадлежностями. В школе обучается около 150 детей, и сегодня для многих здесь также прозвенел последний звонок. Репортаж Тамерлана Хамхоева. В 1999 году на месте этой школы стояла палатка, и количество обучающихся здесь было равно количеству преподавателей – всего 8 человек. Сегодня же учеников больше в несколько десятков раз, да и само здание претерпело существенные изменения. Последний звонок прозвучит сегодня для учащихся 11 классов и, соответственно, первый для тех, кто только пришел сюда. Эмоций много теплых слов, с которыми сюда пришли ребята. Чтобы скрасить грусть от расставания со школой, выпускники подготовили юмористическую сценку про то, как ученики сдают ЕГЭ. Разумеется, строгий взгляд преподавателя натыкается и на шпаргалки, спрятанные в носках, и на подсказки от уборщицы. Даже взятка не помогла, и выход для ребят теперь только один. Такая короткая сценка несет в себе большой смысл. Учение – свет. Впрочем, об успешной учебе здесь есть кому позаботиться. Фатима Ясмурзиева отучилась в этой школе с 1 по 11 классы и теперь отдает должное терпению учителей, что обучали ее все 11 лет. У нас очень хорошая школа, мы всегда рады приходить сюда. Каждый день мы будем вспоминать нашу школу. Я бы хотела сказать огромное спасибо нашим учителям, которые терпели нас все эти 11 лет и смогли нам подарить много знаний. И хотела бы, чтобы наша школа всегда процветала и была такой, какой была она с нами. На мероприятии присутствуют и гости из Ростовской области и из общественного движения «Даймох». С целью оказать содействие в решении некоторых вопросов они и прибыли в пригородный район. Такой пилотный проект «Первая ласточка», да, скажем так. Я еще раз повторюсь, благодаря активным ребятам организации «Даймох», помощь будет оказываться следующая. Сегодня
Мы подарили музыкальный центр этой школе от общины ингушей, которая проживает в городе Ростове-на-Дону. Ну, соответственно, помощь будет все, что касается какого-либо инвентаря, каких-либо спортивных инвентарей. Там. Мы очень надеемся, что именно это пример послужит для других диаспор, для других диаспор, других населенных пунктов России, как и за границей, которые также обратят внимание и дадут моральную поддержку тем, кто здесь проживает. Заключение соглашения, несомненно, пойдет на пользу как ученикам этой школы, так и самому образовательному учреждению, уверены собравшиеся. То, что сегодня у нас на таком мероприятии присутствует диаспора ростовская, присутствует у нас также и наша общественная организация «Таймовка». У нас сегодня впервые присутствовали и с Северо-Остинского госуниверситета, заведующий кафедрой. Нам это очень приятно. Мы все родом из детства. И сегодня мы немножечко окунулись в то время, когда мы были такого возраста, примерно как они. И это настолько приятно было смотреть, наблюдать, насколько они себя позицируют уже со взрослыми людьми. Но так хочется снова быть такими же молодыми, как они. Но, увы, это уже, наверное, не случится. Вот и самый волнительный момент, ради которого все, собственно, и собрались. Последний звонок. Ну а завершилось мероприятие традиционной пламенной лезгинкой. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. К другим темам. 22-й международный экономический форум стартовал сегодня в Санкт-Петербурге, в рамках которого Ингушетия уже подписала несколько соглашений с другими регионами. С Калмыкией заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ подписали главы регионов Юнусбек Евкуров и Алексей Орлов. Как отметил глава Ингушетии, в первую очередь республика заинтересована в расширении сотрудничества с Калмыкией в области молочного животноводства. Помимо этого, между регионами есть перспективы взаимодействия в сфере туризма. В свою очередь, Алексей Орлов отметил, что в Ингушетии есть ряд промышленных предприятий по высокотехнологичной мясопереработке. И Калмыкия заинтересована в таком опыте. Ингушетия также подписала соглашение с индийской компанией Вартамана International Traders. В рамках соглашения планируется организация на территории республики производства офтальмологических лекарственных препаратов и оборудования. Сумма проекта составляет 200 миллионов рублей. Сроки реализации – 2 года. Очень рад, что мы такой шаг сегодня сделали в Российской Федерации. Мы являемся очень крупными производителями в Индии, уже 40 лет в области офтальмологии. Сейчас подошел производство начинать в России по очень доступным ценам. Мы надеемся, что это произойдет в этом же году с поддержкой правительства Ингушетии и правительства Российской Федерации. То, что будет производить эта компания, на юге России не производится, и это офтальмология, это реальная проблема, которая существует, и мы надеемся, уверены, что этот проект будет рабочим, и в ближайшее время мы уже будем присутствовать на закладке уже камня в начале строительства проекта и уже на торжественном раскрытии этого проекта. Я всяческую помощь мы окажем своим индийским партнерам, сделаем все возможное, чтобы этот проект был реализован на территории республики. Спасибо. Соглашение ингушская делегация также подписала и с 2 вузами северной столицы – Военно-морской академией имени Николая Кузнецова и Национальным государственным университетом физкультуры и спорта имени Лесгафта. Согласно договоренностям, республика сможет направлять своих выпускников на целевую подготовку в эти вузы, а педагоги учебных заведений также будут проводить тренинги в учреждениях военно-патриотического воспитания региона. Напомню, в рамках форума Ингушетия планирует подписать 9 соглашений. Сегодня ингушская делегация во главе с руководителем Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Муслимом Яндиевым и директором НТРК Ингушетия Курешем Агасиевым в рамках двусторонней встречи посетила Чеченскую республику. Представители 2 министерств обсудили развитие отношений между братскими республиками и ряд значимых вопросов. Индира Манкиева с подробностями.
Цель визита – знакомство и обмен опытом. Говоря о взаимодействии двух министерств, в первую очередь необходимо создать единую концепцию воспитания молодежи. Взаимодействие органов СМИ и религиозных деятелей двух сторон также очень важно. Наши начальники отделов, мои заместители, помощники также изъявили желание приехать, познакомиться со своими коллегами здесь, в вашем департаменте, действительно обменяться опытом, проговорить ряд проектов, над которыми мы сейчас работаем, и, возможно, какие-то важные, интереснейшие проекты. Мне вот помощник передавал, когда был здесь на вашем мероприятии, в то время мы были, вы знаете, в Ставрополе. И вот как раз проговорить, я знаю, что вы поднимали этот вопрос как раз по войнавскому этносу, по истории, по архивной работе. Ну а главный вопрос на повестке – борьба с терроризмом и экстремизмом в молодежной сфере. 21 век – век интернета, молодежь в зоне риска. На войне во всемирной паутине нет правил. Именно поэтому вести борьбу в этом случае тяжело, заключил Умаров. Искоренить чуждые нашим молодым идеологические понятия и курсы воспитания по кавказским обычаям – то, что может нам помочь, считают коллеги. Объединить наши усилия в вопросах идеологии, а именно мы должны четко понимать в нашей непростой ситуации, что во времена ведения информационной войны мы должны очень четко понимать те веяния и направления тех социальных групп, которые присутствуют в наших регионах, какие из них укрепляют наш строй, какие из них способствуют укреплению единого многонационального государства, а какие из них явно действуют на подрыв конституционных устоев, что само по себе является государственным преступлением. У Чеченской Республики большой опыт решения многих задач. Это, конечно, в первую очередь работа, профилактика по борьбе с экстремизмом, терроризмом. И вот то, что Джамбулат Махович озвучил, вот объединение усилий, работа направлена на поиск общей истории, нашего общего корня. Вот это одна из главных таких стратегических задач, которые мы сегодня успели обсудить. Но и объединение всех позитивных, конструктивных сил направлено на воспитание нашего подрастающего поколения, чтобы защитить их действительно от чуждых идеологий, чтобы наша молодежь воспитывалась в духе толерантности, взаимного уважения, действительно, как предписывали наши традиции и обычаи. Далее делегации устроили небольшую экскурсию по аллее славы Чеченской Республики. Здесь гостям рассказали истории возрождения и становления чеченского народа. Помимо руководителей ведомств, пользу из этой поездки извлекли и рядовые сотрудники министерств, ведь у них появилась возможность перенять опыт друг друга. Пообщались со своими коллегами, обсудили интересующие нас темы, вопросы, план мероприятий, обсудили праздник, который у нас будет скоро. Пригласили их к нам в республику, в наше министерство. Наша задача – сохранить и продолжить все, что мы имеем. Именно на этой фразе и завершается дружеский визит ингушской делегации в Чеченскую Республику. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Торжественно прославляют ее создателей святых Кирилла и Мефодия. Ежегодно этому дню посвящаются научные форумы, концерты, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки. В республике праздник, напрямую связанный с образованием, отметили большим мероприятием на площади перед Назрановским ДК. 12 коллективов из разных школ республики выступили с концертной программой. Исполняя песни и читая стихотворения, в этот день стараются выразить красоту слова и богатство русского языка. Это праздник, как я уже говорила, праздник слова. То есть сегодня мы можем прикоснуться к истории, культуре нашего языка, изучить его более детально, какие-то другие стороны, которые для тебя были неизвестны. Любое произведение, оно несет в себе очень важную и большую смысловую нагрузку. Да? И мы и хотели сегодня сказать, что сегодня и песня, так же как и слово, может в себе нести очень большой позитив и очень большую направленность. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в выпуске. Они будут служить Отечеству. Очередная группа призывников из Ингушетии отправилась в армию. Осторожно, несовершеннолетний за рулем. В Малгобеке произошел наезд на пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами.
Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Пока республика уверенно идет по пути мира и созидания, недоброжелатели распускают слухи о митинге на площади Алания. В правительство Ингушетии поступила такая информация. Организаторы митинга планируют его провести 28 мая с требованиями возврата прямых выборов главы Ингушетии. В Совбезе напоминают об административной ответственности за публичные мероприятия, которые нарушают закон. Помимо прочего, в священный месяц Рамадан мусульмане должны проводить время в молитвах и духовном очищении, раздавать садака и прощать друг друга, а не пытаться дестабилизировать обстановку в регионе. Тем более, что за последние годы в Ингушетии намного улучшилось качество жизни. Цац пейдеш, цац дигдердеш, бахкаш ба адл бах болнах. Но я камеордеш болнах, кроме критики, цакабеш пейду буасиш, камендеш дикер дуасиш. Массы чаман дохли йо, шемел дош да хам аган ног дош, шемел дош да хам аган ишициш. Но тут же адл гер дук пейдеш ибе, адл шаш балх бяка, адл йqili нах бэж. Судаче бокол дихан, умар хбет дихан, ер язхае. Нах араб вахш, куан араб яха, нах нисан ценир, нах арбян аяташ, тях адлу лилдейт, да цхар цидуаж да хамаш. Так адлу иштилилдейт шхош, адлу низм жабы, адлу низм цани тахана, наха духан духали ич дихана, адлу ши низм применит бебы. Из применит бяшо, тяха ювас худ генаха, ю халхи триш худ, бокол дихан, из организатор бияхаш бол, нах хажал духдах, да илией. У язычхан, етиша бол цилил беж, яхасу цилилеш, жемест нах кесты цибеж, нахам дихан иштахал бахквен. اشتدق هماش إيش باقش به هات يلا هي هاش دي سات وش باق ناخدي هم طال دق في طال وش لاتش دي دق هماش ينا خست تبيش عدل خست تزيش ويني قيس توام صباحش بقول دي شوي مارك قابش شوي دي هن ساغد واقش شوي مالكيك بيش تيمبولي ومارك بيت دي مالا دي هن ديقدر دي والسك عربي أنا مارك بيت دي هن إجر يزايوش خانة حقيقة تصدواج ده هماش دي أنا خايق ظلم دي أقا نا خايق خاستر دي أقا نا خايق خلطي خيتر دي أشوف أقا تأقي هن قيد دي هن مارك قابش دت خد صوتي حلام زيجت خان أخوش مدي بيقا مالدوت شي مالك السيل ليش بقول ده إيليا إيش هماش قصة تيجي جناح قصة بشعيري بقى خيتر تكون أعدلو شيء وارهره شيء عدل نظام ثاني دوج دول دي هنا غلق دي هنا تشقد وقدش وان دال مغلي. С правовой точки зрения, данное уведомление о проведении публичного мероприятия правительством как уполномоченным органом были рассмотрены и даны соответствующие ответ. В соответствии с законом Республики Ингушетия от 7 июня 2005 года номер 31 РЗ о митингах, собраниях, пикетированиях, уведомление правительством анализируется насчет соответствия сведений, содержащихся в уведомлении, соответствие этих сведений требований статьи 3 данного закона. Предусмотрено, что в уведомлении должно содержаться цель, форма, место проведения, дата и время начала окончания проведения, предполагаемое количество участников, форма и методы обеспечения организаторами общественной безопасности, фамилия, имя, отчество ответственных лиц, фамилия, имя, отчество организаторов и другие сведения, которые предусмотрены данным законом. Правительством по итогам анализа проверяются и места проведения указанных мероприятий на соответствие требований статьи 3.1 указанного закона. Данной статьей определены места, в которых запрещено проведение митингов, шествий и собраний. В данном случае были заявлены 3 места проведения данного мероприятия. Это площадь Согласия перед башней Согласия в городе Магасе. Это площадь рядом с рынком Магаз и перекресток автодороги Ростов-Баку и дороги Назрань-Магаз. Указанные места по итогам анализа были признаны как несоответствующие для проведения указанного митинга. Правительством Республики Ингушетия по истечении 3 рабочих дней с момента регистрации данного уведомления было направлено организатору публичного мероприятия соответствующее и обоснованное
уведомление о том, что указанные места не соответствуют требованиям и с предложением недопущения нарушений федерального законодательства и законодательства Республики Ингушетия при проведении этого публичного мероприятия. Сегодня из Ингушетии в ряды вооруженных сил Российской Федерации отправилась очередная группа призывников. 18 новобранцев будут проходить срочную службу в войсковых частях в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде. Вместе с родственниками призывников провожал и Руслан Албагачиев. Для этих ребят служба в армии – святой долг. 18 добровольцев отправятся сегодня из сборного пункта Вооруженные силы России. На их лицах читается гордость. Каждый юноша должен усвоить жизненные уроки. Так считает Акрамат Камурзиев, один из призывников. В его семье не принято уклоняться от армии. Отец уже отслужил, пришла и его очередь. Он будет служить в сухопутных войсках. Молодой человек уверен, что армия меняет взгляд на жизнь, формирует чувство ответственности. Нужна дисциплина, к ней ты обучаешься в армии. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен испытать такое событие, уделить там год своей жизни армии России, в дальнейшем защищать свою родину. Я по собственному желанию иду, потому что я после окончания службы хочу устроиться на работу или остаться контрактником на контрактную службу. В ряды вооруженных сил в основном отбираются наиболее подготовленные ребята по профессионально-деловым и моральным качествам. Будущие солдаты стоят в строю по стойке смирно. Вначале напутственные слова от ветерана российской армии и представителей духовенства, а далее концертная программа. Я иду с братом, с младшим братом, так получилось. Но армия нужна в любом случае. Даже для молодого человека в любом случае побыть год, всего лишь год, побыть год, там, узнать в разных ситуациях, попробовать себя, испытать себя. План по призыву с каждым годом сокращается, так как все больше воинских частей комплектуются на контрактной основе. Мы приехали из города Нижний Новгород, Нижегородской области, войска РКБЗ защиты. Да, у нас раньше служили солдаты из Республики Ингушетия. Служили очень достойно, осваивали боевую подготовку, то есть служили очень хорошо. И мы решили еще раз приехать, также набрать солдат, бойцов в наши ряды. Затем, как складывается служба ингушских призывников, имеют возможность наблюдать и их родственники, не говоря уж о сотрудниках военной прокуратуры. По словам представителя Ингушского комитета солдатских отцов, наши ребята служат достойно и показывают себя только с положительной стороны. Вчера с города Мурома приехали мои помощники, были на присяге. В эту прошедшую субботу была присяга наших ребят. Мне было приятно, хорошие отзывы, наши первые отзывы уже было приятно слушать. А вот тот, который сегодня отправляем ребят, которые в часть, в этом части неоднократно я сам бывал, и на присягу ездил, и документальный фильм об этой части. Огромная часть, 16,5 тысяч человек. Им, нашим ребятам, там легко служится. Любовь к родине закладывается в семье, школе. Несколько десятков родственников и близких приехали провожать призывников. Каждый из них желает им отслужить достойно и благополучно вернуться домой. Наше поколение и последующее поколение, кто служил, с позором оттуда не возвращались. Всегда в первую очередь честь республики на первом месте была. И далее, как полагается, защитник Отечества должен быть защитником. Короче говоря, быть настоящим мужчиной. В армии он проходит школу мужества. В армии он проходит все, что ему пригодится в жизни. Дал это Бахкул царь. Весенний призыв, который начался еще 1 апреля, завершится 15 июля. Вооруженные силы России из Ингушетии запланировано отправить свыше 100 человек. Служить они будут в различных родах войск. Руслан Албагачиев, Ахмед Горбаков, Новости 24. Сегодня в Малгобеке сбили двух школьниц 10 и 12 лет, которые находились на обочине дороги. За рулем иномарки оказался несовершеннолетний. По данным пресс-службы регионального МВД, авария произошла около 9 утра по улице Назрановская. В результате ДТП девочки с травмами различной степени тяжести были доставлены в травматологическое отделение Малгобекской больницы. Сейчас их перевели в детскую республиканскую клиническую больницу в Насыркорте. Дети стабильные,
в сознании, лечение получают. Сейчас идет дообследование детей, обследование в динамике, и дальнейшее лечение уже будет определяться после полного обследования. А так состояние детей стабильное. Сам водитель также пострадал и находится в больнице. По данному факту проводится проверка, по итогам которой несовершеннолетний водитель и владелец автомобиля будут привлечены к ответственности. По данному факту будут проводиться оперативно-следственные мероприятия, будут уже установлены причины, по какой причине данный водитель управлял транспортным средством и по какой причине ему было передано транспортное средство. Виновные будут наказаны. В преддверии месяца Рамадан в Магасе на территории торгового центра «Сделано в Ингушетии» открылась сельхозярмарка. Здесь представлен широкий ассортимент товаров как местных, так и производителей соседних регионов. Ярмарка продлится 3 дня. Лейла Гайсанова расскажет. Сельхозярмарка с самого утра начала затягивать жителей республики, ведь именно на ней можно найти самый широкий ассортимент продуктов по доступным ценам. Вся продукция здесь пользуется большим спросом у покупателей. Сметану, сыр, кефир, вот молоко стоит. Я лучше буду свое покупать, чем вот, в несколько раз, на порядок дороже стоит продукция с Нальчика, Краснодарский край, вот это буренка, да. Мне намного приятнее купить вот свое молоко, свой кефир. Сегодня вечером дал Янделю. Попробуешь? Также у нас есть творог и сметана домашняя, масло. Также мы сейчас продаем молоко, у нас цельное, очень хорошее, вкусное, по 40 рублей литр, чтобы наше население знало. А эта продукция наша по 50 рублей. Самое главное, все, что на ярмарке, сделано исключительно в Ингушетии. Впрочем, каждому, как говорится, свое. Покупатели рады сниженным ценам. У них есть возможность запастись продуктами по оптовым расценкам. А продавцы довольно хорошей выручкой. Ведь все, что дешевле обычного, привлекает больше покупателей. Урожайдaki nas serinmişti xodu ama. Yeri da hatta o şadın sokağa diki de xozu da alhamdülillah setvet eznejmedi. Marsan hayta kadar. Am çiği kaşaşan hayt 20 ka xuddat. Главный плюс ярмарки в том, что все рядом. Нужно лишь переходить от одной палатки к другой, где на прилавке не только вкусная, но и полезная продукция. Натуральный мед, наш кавказский. Собран в горных районах наших. Есть майские, акациевые, есть разнотравье. Весь продукт, все продукты пчеловодства, они являются лечебными. Ярмарку Министерства сельского хозяйства Ингушетии и администрация города Магаса проводят совместно, чтобы все желающие могли приобрести продукцию по более выгодной цене. И это не последняя сельхозярмарка, которая будет проводиться в регионе в течение священного месяца. У нас по поручению главы республики проводятся ярмарки еженедельно в месяц Рамадан. Эти ярмарки проводятся для того, чтобы сдерживать цены на главные ежедневные продукты. У нас главные ярмарки пройдут перед праздником. У нас 9 по 12 ярмарки по всей республике, во всех районах. Поэтому приглашаем всех и покупателей, и продавцов. По заверениям всех, без исключения продавцов, именно их товары являются самыми вкусными, полезными и сытными. И у них есть из чего выбрать. И цена тоже радует. Ведь главное, чтобы покупатели остались довольны. Лейла Гайсанова, Ахмед Горбаков, Сурхо Кусиев. Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.